Здравствуйте, с вами телепрограмма «Точка взаимодействия» и журналист Олег Желнин. Я сейчас нахожусь рядом с теплой остановкой. Заинтересовало, как их обогревают. Пойдемте и посмотрим. Да. Здесь тепло, как вы считаете? Тепло? Тепло. Ну и посмотрим, чем обогревается у нас остановки. За головой у меня обогреватель. Дело в том, что мой друг занимается инфракрасными системами отопления. А вот здесь я не знаю какая. Сейчас он вам расскажет, что это такое. Инфракрасная система отопления – это так называемая лучевая передача тепла непосредственно на объект, минуя воздух, скажем так. Да? То есть это принцип обогревания как солнце. Солнце же не видит, помните, из школы, да? Как нагревается воздух? Солнце греет землю, от земли нагревается воздух. Вот точно такой же принцип действия и данных обогревателей. Мы очень часто замечали, да, что вы находитесь в помещении, вроде бы жарко, да, а стены в доме холодные. То есть воздух горячий, а к стене подойдете, стена холодная. Да? Так называемая радиационная составляющая ограждающейся конструкции, да, не соответствует требованиям. В данном случае прогревается дом, то есть стены, и после этого нагревается воздух. То есть тем самым экономично в чем получается? У нас все получается инертное, да, то есть обогретое. Стены, стол, столы, вся мебель наша, да. Вот, чтобы было проще объяснить, да, у нас были случаи, когда клиенты приходили и говорят, дом, была авария на сетях, да, свет дали ровно через сутки. На улице минус 43. А в доме 6×6 температура была плюс 10 через сутки. Вы попробуйте печку не потопите сутки, что у вас будет. А здесь через сутки плюс 10. Инфракрасная система отопления имеет обогреватели, но также пленку. Инфракрасная пленка, она применима для полов. Ты ее можешь положить куда, поставить на бок, на потолок. И поэтому мы сравним сейчас, как инфракрасная пленка работает с обыкновенным обогревателем. Люди понимают, видят там у соседей, у знакомых, да, что это очень выгодно. Это выгодно по цене, это очень комфортно. Да? Они стали ее делать на стены, например, очень многие. Да? Это все настенные инфракрасные обогреватели. То есть вот эти греющие картины 500 Вт, 65 градусов. Можете повешать ее, включаете в розетку и все, и она греет. 500 Вт и цена достаточно, так сказать. Инфракрасные обогреватели, вот эти вот, особенно хотел бы обратить внимание, да, это Эргусы, фирма Теплофон, наши красноярские, так сказать, производители, российская фирма, просто шикарный. Что в них нравится? Нижний излучатель стоит под наклоном к полу. То есть при условии установки его, как положено, 10 сантиметров от пола, он дает инфракрасный луч по полу. То есть очень многие, мы, кстати, обратили внимание, что люди приходят и говорят, блин, полы стали теплые. Что очень важно в наших условиях. Очень удачное соотношение цены и качества. На гараж 6×4 достаточно двух вот этих обогревателей. Один терморегулятор, вы выставляете температуру, чтобы лишнего небодребления не было. Там плюс 5 задали. Все. На данной модели предусмотрено, значит, то есть полностью выключение. Один, скажем так, тен, правильно будет не тен, наверное, хорошо, назовем тен. Один тен, два тена, да, включение. И регулировка температуры аварийного отключения. У него есть температура аварийного отключения, он сам отключается, скажем так, уходит на перекур, остыл и продолжает дальше работать. Гарантия на них 3 года, срок службы не менее 10 лет. Стеклянные обогреватели, тоже инфракрасные. Вешаются на высоте 1,80 м, смотрится как телевизор. Данная модель предусмотрена, когда вам чуть-чуть не хватает тепла. Вот вроде бы все классно, но вот чуть-чуть бы хотелось бы, чуть-чуть побольше. Знаете, как говорится, в рубашке в футболке прохладно, а в рубашке уже жарко. То есть вот на вот этот вот момент 0,6 киловатта, 0,8. Вот это очень хорошая модель, ставится вертикально еще, что мне нравится. То есть у нее крепление позволяет ее ставить и вертикально, и горизонтально.
Ведь преимущество данных инфракрасных систем позволяет что? Что мы на каждой комнате можем задавать ту температуру, которую нам надо. Степ-панель. Что я хочу сказать о нем? Вообще панель создана для выращивания поросят подсосного возраста. То есть система отопления сделана для использования в свинарниках и так далее. Да? Ну вы представляете, насколько там агрессивная среда. Вот эта пластина также сроком 30 лет гарантия на нее дается. Полностью герметично залита. Это полностью пластиковая панель. За 11 лет не было ни одного возврата по использованию ее. Очень большую у нас популярность получила в каком плане? В плане использования как отопления септиков. То есть данная пластина просто бросается в септик. Вот. Мощность у нее 120 Вт. 8 кубов септик обогревает без проблем. То есть это уже отзывы наших клиентов. На 10 пока не брали. Брать не буду, не знаю. Но вот 8 кубов без замечаний. Также можно использовать как теплый коврик в бане. То есть положили в бане, допустим, если у вас холодные полы в бане, в моечной, да, и вам там нет возможности переделать и так далее, вам нужен мобильный теплый коврик. Принесли, положили, встали на ней, помылись, просто включили ее в розетку, все. Вот это, да, соединение полностью, видите, здесь полностью все залито. Все, здесь абсолютно все герметично. Я говорю, за 11 лет ни одного возврата. Скажем так, мобильный, неубиваемый коврик. Абсолютно жесткий, да, то есть который, просто вот, невозможно убить. Нас позволяет возможность, да? Я могу показать. Готовы. Все. А можно вот перевернуть, покажите? Пожалуйста. Все, вот она, не лопнутая, не треснутая. Можете поближе подойти, посмотреть. Пожалуйста. Все. Типа антивандальная, да? Абсолютно. Она как бы рассмотрена уже для наших условий с учетом и наших пожеланий, да, то есть. Универсальный коврик с подогревом. В него встроенный сам датчик отключения. Полностью готовая к эксплуатации продукция. Включается все. Всего 40 Вт. Вот, 38 Вт. Максимальная температура где-то 40 градусов. Мы его в шутку называем бухгалтерский коврик. Почему? Потому что люди, которые обычно сидят, много на сидячей работе, да, вот там под ноги положили, да, девушки, полы тянет по полу немного. Вот коврик, который можно бросить легко под коврик, под сиденье, и абсолютно спокойно и безопасно его использовать. Потрясающая штука, хорошая. Где 220, например, вот по каким-то причинам под спину можно положить, да, то есть поставить, допустим, чтобы погрело. Можно под кресло, можно бросить под ноги и, пожалуйста, оно лежит, то есть вы там в туфлях или там, в ботиночках, в туфлях на работе, чтобы ноги не потели, а, допустим, так немножечко тянет, прохладно. Бывает так. Также есть потолочные обогреватели, тоже инфракрасные, с температурой на выходе 290 градусов. Есть 650 градусов, да, промышленные такие. Но у нас, видите, у них из особенностей что? Обязательное требование в помещениях с постоянным пребыванием людей, да, необходимо, чтобы высота до лампы самой, скажем так, до инфракрасного обогревателя была 2,50, 3,50, от 2,70 до 3,5 метров. В противном случае будет очень дискомфортно, потому что 290 градусов на выходе, низко, головные боли, высокая температура, крайне некомфортно получается. Где высота потолков, вот скажем так, 3 метра и выше. Очень экономичный, потому что рассев идет сверху, как бы нам привычное нагревание. Из особенностей, что, надо понимать, да, когда он греет сверху, например, он так же раз, вот нагрелся до стола. От стола отразилось тепло и пошло наверх. То есть под столом будет температура ниже. Александр Рудников много лет проработал в жилищно-коммунальном хозяйстве Якутии и может дать хорошие советы. На любую, да, вы можете добавить температуру, либо убавить. Кнопка вверх-вниз. Да, то есть, допустим, 32 мы зададим. Он говорит, хорошо, 32, так 32. И он будет идти потом. Пока до 32 градусов не нагреется, он так и будет работать. Догреется до 32, отключится, остынет на 3 градуса, то есть до 29, и включится опять. Нагрев пошел, уже 25 градусов. Сейчас подождем потихонечку. Проверить.
Здесь Сколько квадратов примерно? здесь 6. 6. Все, 30 градусов, он отключился. Всё. Ты выключай. Так, ваш чек, гарантийный талон. На работу год, на пленку 30 лет. Это ваше. Так, сейчас я... Так, еще плюс ваша подложка. Укладывается вот этим кверху, вот так ложит. Да, блестяшно. Это лавсан, это не пенофол, это лавсановое покрытие, он ток не проводит. То есть чем отличается от пенофола? Пенофол это алюминиевая фольга, он ток проводит. А этот, вот, то есть, видите, лампочка горит, да, то есть потенциал есть. Ставлю на себе, и здесь потенциал есть. Бац, видите, нет, не проводит. Коснулся, есть. Отвел, нет, то есть ток не проводит. Есть, нет, то есть это лавсановое покрытие, ток не проводит. Пленку на какое покрытие можно ложить? Желательно. Под любое, кроме мягких. То есть, если мы ложим под что-то под мягкое, то обязательно нужно что-то твердое положить. То есть, если мы планируем положить под линолеум, либо ковролин, но у нас нет возможности там забетонировать, да, то надо положить хотя бы там, ну, самую тоненькую фанеру. ДВП. То есть, нужно снять механические нагрузки. Столы, стулья, каблуки. Вот такие вещи. Чтобы она прослужила свои 30 лет, вот, ну как. Ну, на ДБП можно ли надо? А на ДВП уже можно Да. немного. Ага. Да, да, так можно. Спасибо большое. Тяжеловато. Нормально. Спасибо. Тепла вашему дому. До свидания. До свидания. И если вас заинтересовала наша продукция, мы ждем вас по адресу Строительный рынок, Жарницкого 33, желтое здание, павильон 70, самый верхний этаж. Думаю, что вас инфракрасная система отопления заинтересовала. Кстати, там есть очень интересный обогреватель. Ложишь его под машину, даже в холодном гараже, где есть свет, и он будет греть только машину. Вот что интересно. Ну а программа «Точка взаимодействия» прощается с вами. До скорых встреч. СМИ-телепрограмма «Точка взаимодействия» теперь имеет возможность создания имиджевых телепрограмм с дальнейшим размещением на телеканалах и в социальных сетях. СМИ может организовывать прямые эфиры и трансляции с 3 камер в интернет. Подробности на сайте Округ ТВ.